мареве горячем и туманном, на исходе ветреного дня, потянулись гуси над Зайсаном, на ходу устало гомоня. И опять сомкнутся до слияния шире воды и берега вдали, где хранятся, как предначертания, знаки неба в памяти земли. Коштунор, озеро Колоколов, называли когда-то Зайсан за особый шум прибойных волн местные племена, а за шире водных просторов – морем. Море Темис. Полно рыбой озеро море. Говорят, именно богатством своим спасло оно от голода прикочевавшее на его берега более 2 веков назад племена калмыков. От них и пошло современное название – Зайсан-Нор, Зайсан, что значит благородный, покровитель. Ныне озеро не то, что было в прошлом. С сооружением плотины Бухтарминской ГЭС уровень воды в Зайсане поднялся почти на 2 метра. Оказались затопленными некогда обширные заросли тростников по берегам, многие острова и мыс. Заросли тростника и рогоза сохранились лишь в восточной части озера, ближе к устьям Черного Иртыша, Киндерлыка и их проток. И по-прежнему в этих зарослях существует неугомонное птичье царство государства. Снуют у берега утки, с криком летают чайки. Охотятся на мелкую рыбешку серые и белые цапли. На берегу спокойный и ветреный, вольный и солнечный. Он разный Зайсан и одинаково притягательный, как любая водная стихия. Площадь 100 тысяч квадратных метров, самое большое озеро в Восточном Казахстане. В Евразии по величине стоит на 6-м месте, после Каспия, Балхаша. В погожие дни Зайсан будто светится, переливаясь чешуей серебряных бликов, каждый раз создавая новое и новое водное полотно. Не случайно, как магнитом притягиваются сюда художники и поэты, создавая неповторимые шедевры. И снова пахнет рыбой и костром, и ржет скопа за рыжими утесами, и чайки над светлеющими плесами взлетают ввысь, рассвет чертя крылом. Плеснет залив тяжелую волной, на берег сплошь покрытый пенным крошевом, и галки, потревоженные коршуном, закружатся, крича над головой. И мне легко, мир снова света полн, все отошло без боли, без отчаяния. С появлением водохранилища жилые поселки были затоплены. Пристань Тополевый мыс, место легендарное, тоже ушло под воду. В 1926 году, совершая трансгималайскую экспедицию, переправляясь из Китая в Россию, в поселке Тополев-мыс останавливался великий художник, просветитель, ученый Николай Константинович Рерих. Это было первое его знакомство с Казахстаном. А наше знакомство с живностью этих мест продолжалось даже ночью, потому что жизнь на берегу Зайсана не затухает даже в глубокой темноте. Для малого тушканчика темнота – самое раздолье для охоты. Но и мы, к его недоумению, вдруг устроили тоже охоту с камерой и фотоаппаратом. Ведь что за диво дивное этот тушканчик, размером с наперсток, а как измотал всех! Ну а это что за чудище? Ответ следует незамедлительно. Возмущенный присутствием нахлынувших людей, тарантул дерзко атакует камеру. Весь яд его натуры остается на объективе. Легкую печаль и грусть навевают красоты озера звенящих колоколов, когда вслушиваешься в разговор лениво бегущих волн, скользишь взглядом по мокрому цветному галечнику.
Но от вселенской этой тоски все же столько радости соприкосновения с беспредельностью, непостижимой во все века.